И снова с новым днем, с добрым утром. На календаре у нас 16 марта, день недели четверг. Меня зовут Катерина Винокурова. Сегодня 16 марта, знаменательная дата в истории нашей страны. Именно в этот день, 9 лет назад, полуостров Крым вернулся в состав Российской Федерации. Так что сегодня во многих субъектах России будут проходить мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Ну а открывая этот день, мы вновь для вас подготовили ряд не менее важных и интересных материалов. Так, сегодня мы вам расскажем о международном фестивале «Моя душа», который стартует сегодня в Намском Улусе. Далее ждем гостей, сотрудников компании МТС, которые расскажут нам об интерактивном фильме про Ленские столбы, который можно будет увидеть уже в ближайшее время в Национальном художественном музее Якутска. Также в конце нашего эфира по традиции ждем участников молодежного фестиваля «Мусустар». Помимо этого ждут вас, конечно же, наши традиционные рубрики «Мой доктор», «Моя профессия», «Пусть мама придет» и «Киноафиша». Так что будьте с нами, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Утро Якутии». QR-код вы видите на своих экранах. Ну а мы начинаем наш эфир, конечно же, с погоды. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 16-26 градусов. В заречной группе 8-20, в южных 14-15 градусов. В Вилюйской группе до 18 градусов мороза. В Нижнеленских от 12 до 22. В западных 9-15, в Колымо-Дигирской группе от 9 до 25, в Янских 19-28, на северо-западе 9 и 11. На 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 18 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба «Штиль». Ну а днем нам обещают преимущественно без осадков, ветер юго-западный 1-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит минус 7, минус 9 градусов. Зима недаром злится, прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонится двора. И все засуетилось, все нудит зиму вон. И жаворонки в небе уж подняли трезвон. Зима еще хлопочет и на весну ворчит, та и в глазах хохочет, и пуще лишь шумит. Взбесилась ведьма злая, и снегу захватя, пустила, убегая, в прекрасное дитя. Весне и горя мало, умылась в снегу, и лишь румяней стала наперекор врагу. Действительно, на улице настоящая весна, чувствуется ее дыхание, а можно наблюдать даже за весенней капелью и под пением, за пением птиц. Ну а сегодня очень знаменательная дата не только для нашей республики. Так, 146 лет со дня рождения сегодня отмечается основоположника якутской литературы, якутского писателя, поэта Алексея Елисеевича Кулаковского. Ну а с другими датами давайте ознакомимся в нашей рубрике. На календаре 16 марта. Сегодня отмечают День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации, День цветных карандашей. По народному календарю сегодня Евтропиев день. Главным событием дня было пробуждение медведя. Считалось, что именно в это время хозяин леса выходит из берлоги. Этот день в истории. 16 марта 1831 году увидел свет роман Гюго «Собор Парижской Богоматери». А 152 года назад в этот день на Нижегородском Сормовском заводе была пущена первая в России мартеновская печь. В этот день было организовано представительство Якутской АССР при Народном комиссариате по делам национальностей РСФСР. Возглавил его один из основателей автономной республики Максим Амосов. Один из первых государственных институтов представительства всегда играло особую роль в решении ключевых вопросов развития Якутии. 16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум по вопросу о статусе полуострова Крым и города Севастополь. В ходе референдума Крым вернулся в состав Российской Федерации. В этот день родились Георг Ом, немецкий физик, автор основного закона электрической цепи «Закон Ома».
Николай Языков – русский поэт. Александр Попов – русский физик, электротехник, один из изобретателей радио. Александр Беляев – русский и советский писатель-фантаст. Сергей Юрский – советский российский актер, режиссер, сценарист, народный артист РСФСР. Бернардо Бертолуччи – итальянский кинорежиссер, драматург, поэт. Именины сегодня у Марфы, Михаила и Севастьяна. Ну а сегодня в Намском районе стартует международный фестиваль «Душа России», который объединит не только народных мастеров и мастериц республики, но и людей культуры. Мероприятие будет проходить как в Намцах, так и в столице нашего региона, в рамках которого будут организованы ряд культурно-просветительских мероприятий. Это выставки, мастер-классы и ряд других выездных программ. Ну а более подробно о фестивале «Моя душа» мы поговорим с ее организаторами. Это Анна Зверева, народный художник Якутии, руководитель проекта «Мир женщины из Севера», и участник фестиваля Ирина Стрекаловская, руководитель отдела межнациональных отношений Дома дружбы народов имени Кулаковского. Уважаемые гости, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Анна Николаевна, да, расскажите, что за фестиваль, почему площадкой проведения стал именно Намский улус? Ну, сегодня они прилетают, некоторые час уже прилетало, так что мы их уже встретили, новосибирских товарищей, да? Сегодня уже? Да, сегодня уже, да. И у нас группа «Мир женщины с Севера». Ну, творческие люди, понимаете как, раньше вообще работу брали, да, работы ездили по Америке, по Японии, там, Австрии, да, а людей оставляли все время. Поэтому мы в 94-95 годах был проект «Мир женщины Севера» в рамках десятилетия коренных народов мира. И вот мы его провели. Анастасия Николаевна Божедонова, которой на днях исполняется 75 лет. Пользуясь моментом, мы поздравляем Анастасию Николаевну. И Августа Дмитриевна Марфусалу. Ну, все известные личности, да, в республике. Поэтому вот с того момента мы вывезли тогда около 30 мастериц из северных улусов, ну, все, которые вот сохранили, благодаря которым сохранился наше, в общем-то, народное искусство, да. Вот. И тогда вот этот нашу культурную многоактную акцию Санкт-Петербург и Пятый канал Санкт-Петербурга, они объявили, что это якутский пример гуманитарной, ну, тогда 90-е лихие были, да, и такой вот мы с такой миссией, благородной миссией прибыли, да, вот. И с того момента мы как бы ездим по фестивалям, ну, по выставкам, по очень серьезным выставкам. А нынешний этот международный фестиваль «Душа России», он проводится ежегодно, начиная с 2015 года. А мы участвуем 2016 года. Вот. И ну, бывают очень большие делегации, по 38 человек, по 25 человек, поэтому у нас сложились очень такие хорошие отношения. И вот теперь они приезжают к нам. Сегодня прибудет 33 человека под руководством Риммы Быбиной. Вот как раз она и руководитель, она и организатор, она и директор вот этого международного фестиваля. Но поскольку у нас международных из-за рубежа гостей нету, она называется фестиваль «Душа России» в Якутии. А начинаем с Намского улуса, потому что, ну, так сложились транспортные схемы. Они побывают там в первую очередь вот, на родине Максима Кировича Амосова. Мы тоже выступали там в Москве в гостином дворе 125-летию, поэтому они отдают дань основателям вот, якутского государства, республики, и потом уже начнутся. Кстати, выставка пройдет в Дворце культуры и современного искусства имени Гагарина. Ирина Егоровна, расскажите, да, подробнее, непосредственно прямое участие. Ну, прямое участие Дома дружбы народов имени Алексея Васильевича Кулаковского в этом большом фестивале. Мы очень рады, что организаторы выбрали нашу площадку, и мы встречаем наших дорогих гостей 20 марта. 20 марта в нашем Доме дружбы народов состоятся мастер-классы. Ну и вечером у нас состоится вечер дружбы. Мы должны показать наше северное многонациональное гостеприимство,
потому что, как вы знаете, у нас проживает очень много народов. По переписи, вот в прошлой переписи у нас проживает, по последней переписи, 135 разных народов. Стало больше народов, национальностей и этносов. Ага. И мы встречаем, естественно, благословением, аудысом наших дорогих гостей. Мы представим культуру коренных малочисленных народов Севера, русскую культуру с хороводами, с плясками. Ну, естественно, придут представители национально-культурных объединений, которые представят свои песни, танцы. Ну, это всегда бывает очень интересно и вот красочно. И соприкосновение вот с культурой, мировой культурой, вот работы, которые они привезли, это, естественно, вот мировая культура. Они же были представлены на разных частях света, и от этого мы богатеем, то, что мы с ними встретимся, увидим вот это все. И мы очень ждем встречи. Да, и мастер-классы дают мастера мирового класса, которые давали мастер-класс во Франции, Японии и других странах. Здорово. Поэтому вот так, таким образом. Да, вот а чем интересно завершится фестиваль? Завершится фестиваль, вот, кстати, завершится фестиваль таким большим мероприятием, которое пройдет у нас, вот, охватит все, которые участвовали, и будет большой вот такой круглый стол, на котором мы обсудим будущий проект тоже. Да, вот так. Ага. Ну а чем так примечателен Намский район? Намский район – это родина основателя нашей республики. Недавно только ему исполнилось 125 лет. И они, когда мы вот выступили в гостином дворе очень большой программой, да, наша делегация, то они очень заинтересовались и сказали, что вообще мы хотим побывать в таком сельском улусе. И вот надо обязательно сказать, что мы встречаемся там с детьми. У нас будут охват очень хороший, прямо со школьного возраста, да, и студентов средних. И у нас еще пройдет в университете в рамках всероссийских курсов повышения квалификации, да, мы тоже там тоже выступим, поэтому это очень такая обширная программа. Что ж, спасибо, уважаемые гости, Ирина Егоровна, Анна Николаевна. Всех гостей, жителей Якутии приглашаем как в Намцы, так и 20 марта в Дом дружбы народов на большой масштабный фестиваль, где всем творческим людям, и не только творческим, будет интересно. Ну а далее мы ненадолго прервемся, оставайтесь с нами. Доброе утро, Якутия. В студии Кристина Якупова. Минприроды России увеличила финансирование геологоразведки в республике. Общая сумма средств, которую направят на поиски углеводородов в Арктике до 2024 года, превысит 4 миллиарда рублей. Недропользователи, помимо государства, также вкладывают средства в развитие минерально-сырьевой базы республики. Основной объем финансирования в Якутии приходится на компании, которые заинтересованы в сотрудничестве с регионом. За последние годы отмечено двукратное увеличение инвестиций в геологоразведку республики. Эксперты отмечают, что сегодня республика является перспективным регионом России, где открывают крупные газовые месторождения. Более 37,5 миллиардов рублей за последние 7 лет направлено на социальное развитие республики недропользователями Якутии в рамках различных соглашений. Об этом на коллегии Министерства промышленности и геологии по итогам работы с 2018 по 2022 годы сообщил министр Максим Терещенко. Он отметил большую роль промышленных компаний в борьбе с лесными пожарами и пандемией за последние годы. Так, компании направили более 200 миллионов рублей и порядка 40 единиц тяжелой техники на ликвидацию лесных пожаров. Финансовая помощь недропользователей и медицинским учреждениям в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией составила свыше 800 миллионов рублей. В 2022 году оказана адресная поддержка Верхоянскому и Кобяйскому районам, пострадавшим от природных стихий. 20 марта стартует прием заявок на гранты главы республики в области развития гражданского общества. Об этом сообщил замминистра по делам молодежи Андрей Сосновский на пресс-конференции.
Общая сумма грантов с учетом софинансирования фонда президентских грантов составляет более 117 миллионов рублей. Конкурс предоставляет гранты на реализацию проектов по 16 направлениям. Отметим, что на поддержку республики могут претендовать социально ориентированные некоммерческие организации. Появляются новые виды грантов и увеличенные лимиты по старым видам. Новые виды у нас, получается, есть направления, которые связаны с поддержкой семей мобилизованных. Также у нас по старым многим видам увеличены лимиты, в частности, по родным языкам, по волонтерской деятельности и по патриотическому направлению. В Вилюйске состоялись общественные обсуждения оценки воздействия на окружающую среду по проектной документации «Полигон комплексной обработки твердых коммунальных отходов». В мероприятии приняли участие общественность и жители сел Чикиня, Юкюндю, Сыдыбыл, Сосновка и города Вилюйска. В ходе беседы им подробно рассказали о будущем объекте, его местоположении, рабочих местах, оборудовании и механизме работы полигона в целом, а также ответили на интересующие население вопросы. Сейчас мусор стараются максимально уменьшить его количество, максимально его изолировать. То есть недаром у нас идет слоевое покрытие. Мы слой делаем мусора, закрываем его грунтом. Слой мусора закрываем грунтом. С экологической точки зрения здесь тоже я не вижу ни одного минуса. Если система оборудования у нас будет четко работать, как положено, заложено в проектной документации, если все будет выполняться строго по регламенту, то в принципе я даже не вижу ни одного источника, который мог бы дать какой-то отрицательный запах. В Усть-Алданском Улусе проходит отборочный муниципальный этап 7-го республиканского конкурса «Моя профессия IT-2023». Конкурс рассчитан на школьников с 7 по 11 классы. Конкурс помогает школьникам с профессиональной ориентацией, демонстрирует им цифровые технологии и подходы, которые используют передовые IT-компании на рынке. В отборочном туре участвуют 8 команд из школ Улуса. Среди сильнейших организаторы отмечают победителей прошлогоднего конкурса – команду Мюрюнской юношеской гимназии. Доброе утро, мы продолжаем. Напомню, что до перерыва мы с нашими гостями говорили о фестивале, который стартует сегодня в Намцах. Это «Душа России». Ну а продолжить эфир хотелось уже рассказать о народных мастерицах из Нюрбинского Улуса, которые, несмотря на отдаленность от столицы Якутии, принимают участие в подобных конкурсах, как «Душа России». И более подробно о мастерицах села Кюндядя в материале моего коллеги Руслана Ачирова. Мы находимся в Доме народного творчества села Кюндядя, и рядом со мной находится Светлана Михайловна, директор Дома народного творчества. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Михайловна, я уже вижу тут очень красивые изделия из бисера. Расскажите, кто их делает и какой клуб? Наш Дом культуры носит имя Светланы Николаевны Эверстовой, которая у нас около 20 лет работала. И вот эти люди, которые вот женщины сидят, это ее самодеятельность в молодости. И вот они активны с тех пор, и к нам каждый раз ходят. Вот 2 группы были. Это Далбара, это певческая группа, и вот ветеранов Алгыс. Вот их изделия, которые вот сами для себя костюмы шьют, и потом еще для выставки делают. И сейчас они вот как вот в возрасте сравнились, и вот Алгыс клуб сейчас будет работать вместе. Ну, так я понял, что сегодня, да, практически сегодня на наших глазах 2 клуба объединяются. Время от времени участвуем на конкурсах районных, и когда у нас республиканских конкурсах, когда они проводятся в городе Нюрба. Вот. И там участвовали еще, на международный конкурс состоялся, вот, и участвовали и стали лауреатами. И в честь 5-летнего юбилея нашего объединения мы выпустили альбом-книгу «Калбарай». Это первая группа. С годами у нас меняется. Новые члены появляются, некоторые уходят. Нам все, почти все ровесники до 70, после 70 лет. Как вы видите, друзья, это замечательное объединение, и
Надо сказать, что население в селе Кюмдяде около 900, да, человек, около 1000, да, примерно. Вот. И очень активные жители, да, как вы видите на примере, даже можно сказать, 2 клубов. Со своей стороны хотелось бы поблагодарить, да, что очень тесно сотрудничают с организаторами соревнований Кубок Поршня, потому что эти соревнования принимают гостей со всех практически улусов республики. И они знают, что здесь их ждут с теплом, с любовью. Всегда будет готовая еда в столовой, то есть в любое время можно прийти, поесть и, соответственно, разместиться в хороших условиях. Ну а теперь к новостям из мира здравоохранения. А так, генеральный директор Всемирной организации Тедрос Гебрейесус уверен в том, что в 2023 году пандемия COVID-19 завершится и режим международной чрезвычайной ситуации в связи с этой болезнью будет отменен. Соответствующее заявление он сделал во вторник на пресс-конференции ВОЗ. Он напомнил, что 11 марта исполнилось ровно 3 года с тех пор, как ВОЗ впервые заявила, что глобальную вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию. Это был знаменательный момент, который привлек внимание мировых СМИ. Сейчас мы, безусловно, находимся в гораздо лучшем положении, чем когда-либо во время пандемии, констатировал гендиректор. Среди уроков пандемии, которые следует усвоить, он назвал большое значение инвестиций в здравоохранение, научных исследований и международного сотрудничества. И продолжаем говорить о медицине. Так, на этой неделе в регионе проходит неделя информирования населения о болезнях печени, то есть о гепатите. В нашей рубрике «Мой доктор» расскажем вам об этой болезни подробнее. Доброе утро! Гепатит – воспаление печени, которые могут вызывать употребление алкоголя, прием некоторых лекарственных препаратов или инфицирование вирусами. Гепатит С – это заболевание, которое вызывает вирус гепатита С. При этом поражается преимущественно печень. Если после инфицирования вирусом гепатита С организм человека не смог самостоятельно с ним справиться и вирус продолжает размножаться более 6 месяцев, значит заболевание перешло в хроническую форму. У каждого 4-го заболевания проходит самостоятельно, но и зачастую человек узнает об этом случайно, спустя много лет. Вирус гепатита С находится в крови и других биологических жидкостях инфицированного человека. Заражение чаще всего происходит, когда кровь инфицированного человека попадает в кровь или на поврежденную кожу слизистой оболочки другого человека. Наиболее высокий риск инфицирования вирусом гепатита С у людей, употребляющих инъекционные наркотики. Инфицирование также возможно при нанесении татуировок, пирсинге, проведении косметологических процедур, маникюра или педикюра, если в салонах используются нестерильные иглы или другие инструменты. Вирус гепатита С передается половым путем и от инфицированной матери ребенку во время беременности или родов. Вирус гепатита С передается половым путем от инфицированной матери ребенка во время беременности или родов. В домашних условиях необходимо пользоваться только собственными бритвами, маникюрными принадлежностями, зубными щетками, полотенцами. Для профилактики полового пути передачи использовать барьерные средства защиты презервативы. Перед планированием беременности женщинам рекомендуется пройти обследование на вирус гепатита С. Гепатит С уже многие годы является излечимым заболеванием. Прием курса специальных противовирусных препаратов приводит к полному удалению вируса из организма человека. Важно помнить, что лечение гепатита С имеет много особенностей, поэтому назначать препараты должен только врач. Человек, который успешно вылечился от гепатита С, не может заражать других людей. Будьте здоровы! Ну а далее в нашей традиционной рубрике «Пусть мама придет» мы хотим познакомить вас с братьями Владимиром, Олегом и Ильей, которые, как и все ребята, очень ждут свою семью. Познакомьтесь, братья 11-летний Владимир, 9-летний Олег и 8-летний Илья. Старший Вова
очень хорошо играет в шашки и уже учит своих друзей. О, вот ты сейчас так хорошо сыграла в шашки. Ты в шахматы тоже умеешь играть? Да. А, в шахматы тоже так же отлично играешь, да? А кто тебя научил играть в шашки, шахматы? Ну, у нас тут был, тренер, его звали Сергей Вячеславович. Ну вот, и он нас учил в шашки играть, в теннис, во все виды спорта там. Вова зарекомендовал себя с положительной стороны. Он очень любознательный, отзывчивый, добрый, очень любит спорт. Также он увлекается пазлы, да, шашки, шахматы. Любознательный. Любит смотреть такие программы, да, которые познавательные. Благодаря открытости и любознательности у Вовы много хороших друзей. Средний брат, 9-летний Олег, много времени уделяет учебе, вовремя выполняя все уроки. Также серьезно к учебе относится и младший брат, 8-летний Илья. В тренажерном зале под руководством тренера Олег осваивает элементы брейк-данса. Ну а Илья любит заниматься на беговой дорожке, приходя в свободное время в тренажерный зал. А еще Олег и Илья очень хорошо играют в шахматы. Илья у нас очень любознательный мальчик. Он очень любит читать книги, он очень много знает, он очень много задает вопросов, он очень общительный, он любит ходить на всяческие собрания. Также он занимается спортом, и они с братом очень любят играть в шахматы. Олежек у нас поспокойнее мальчик, тоже он интеллектуально развит. У Олега математический склад ума, то есть он считает и все в уме. Также он общительный, помогает с удовольствием воспитателям, детям. Вова, Олег и Илья – дружные и сплоченные братья. Они любят проводить время вместе, будь то спорт, шахматы или сборка любимого конструктора. Они всегда рядом, проявляя искреннюю заботу друг о друге. Мы надеемся, что для братьев Вовы, Олега и Ильи найдется семья. В Национальном художественном музее республики уже с завтрашнего дня можно будет побывать на Ленских столбах. Это станет возможным благодаря сотрудничеству музея с компанией МТС. Вот что это за проект интересный, сегодня нам расскажут наши гости. Это Влада Тимофеева, директор Национального художественного музея, и Прокопий Неустроев, директор компании МТС в нашей республике. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Вопрос, наверное, первый к Прокопию. Да? Расскажите, что это за такой интересный проект, подарок жителям Якутии? МТС презентует в Якутии проект по цифровизации самого главного природной достопримечательности нашего региона – Ленские столбы. И сегодня мы завершили второй этап, передаем VR-фильм и соответствующее оборудование нашему Национальному художественному музею. Вот, теперь каждый желающий бесплатно может пройти экскурсию, дополненной реальностью в 360 градусов по пути исследования акватории реки Лена, устья Ботома, посетить наш Бизонарий, побывать в наших песчаных дюнах Тукуланы, увидеть остановки древнего человека Дерен-Юрях, пройтись по экотропе, подняться до вершины Ленских столбов, там, получить кучу позитивных эмоций, также пройти обряд, наш обряд, национальный обряд, поучаствовать, то есть вживую почувствовать все вот эти эмоции, которые мы испытываем. Все прелести национальной такой культуры, атмосферы, да? Это был завершающий финальный этап
проекта «Место силы». Ага. Ну, как раз вот оборудование лежит у нас сегодня, да? Расскажите, ну, это в дар музею, получается, на постоянной основе будет? Да, действительно, на 3-м этаже у нас как раз появилась новая экспозиция с использованием мультимедийных технологий. И очень органично проект «Место силы» войдет вот в эту экспозицию. Как раз выставка «Достояние республики» посвящена истории, культуре, природе Якутии. И там, значит, можно будет, помимо того, что посмотреть экспозицию, еще и такое VR-путешествие сделать по Ленским столбам. Ага. А сколько всего вот таких вот VR-очков, да, правильно называю, да, приобретено? Ну, для начала мы передали музею один комплект. Один комплект передали Ленским столбам. Да, по мере, соответственно, будем увеличивать, наращивать. Интересно, а сопровождается ли видео звуком? Конечно. Видео полностью 360 градусов. Видео снимали мы с профессиональной группой, да, там с разных ракурсов, спецэффектами для создания эффекта присутствия. Вот интересно, фильм больше заинтересует молодое поколение или более старшее, как считаете? Ну, на самом деле, вот новейшие технологии направлены, конечно, на привлечение молодого поколения. И это очень важно, что в музее применяются вот такие новые технологии. И есть большой крупный проект «Пушкинская карта», направленная на молодежь. И наш музей активно использует мультимедийные технологии, внедряет их в экспозицию для того, чтобы подрастающее поколение интересовалось Якутией, интересовалось историей, природой, культурой, традициями нашей республики. Поэтому, я думаю, это очень важный, необходимый проект, направленный на внутренний туризм. Получается, что человек, когда приезжает в Якутию, конечно, все хотят посмотреть Ленские столбы, и реально они посещают. Но прежде чем сделать вот такой реальный тур, у него есть возможность посетить музей, погрузиться в культуру и искусство, посмотреть вот этот VR-тур. Да? Этот VR-тур интересен тем, что здесь можно будет поднимать голову, буквально видеть небо над головой, опускать голову и видеть реку Лену, да, с высоты Ленских столбов. Под ногами. Да, под ногами. То есть вот этот захватывающий фильм, он как раз рассчитан на то, чтобы внутренний туризм нашей республики развивался, и люди, которые, как сказать, посещают музей, смотрели этот фильм и дальше продолжали осваивать территорию нашей Якутии, знакомиться с шедеврами природы. А сколько по продолжительности идет фильм? 16 минут. 16 минут. Ну, этого достаточно, да? Охват вообще, периметр в кадрах там 100 километров охватывали. Там 2 маршрута, это речной и, соответственно, по экотропе в самой территории нацпарка. Да? И, соответственно, еще до этого первый этап, я вот говорил, это был аудиогид. Компания подарила этот аудиогид в августе. Да, также приложение бесплатное. Озвучивание делается известным нашим актером Нургун Бичагеном. Да, соответственно, гости и жители нашей республики могут послушать аудиогид, да, там, пройтись по всем этапам интересного места, да, там, место силы, действительно. Но мы вот как раз видим, да, можем наблюдать кадры, настолько вот все реалистично будет выглядеть, как удалось такого эффекта? Мы приглашали, ну, компания МТС является цифровым, да, там, лидером, приглашали специальную профессиональную группу, да, там, снято с разных ракурсов, да, там, с применением самых новых технологий. Поэтому получился отличный продукт. Да, там мы стараемся делать и дарить нашим жителям самые лучшие сервисы от нашей компании. Ну и как мы уже сказали, уже сегодня будет, да, официально открытие, и уже завтра все гости, жители нашей республики могут посетить эту выставку. Насколько она будет постоянной или какие-то есть ограничения временные? Нет, на постоянной основе МТС передает нам это оборудование уникальное с фильмом.
поэтому это на долгосрочной основе любой житель, гость республики может посетить наш музей. И, повторюсь, на 3-м этаже новая экспозиция «Достояние республики» называется, где используются новейшие технологии, в том числе там будет стойка вот с VR-очками, и любой человек может посмотреть этот уникальный фильм. Ага. Ну, я могу, да, потрогать? То есть как ребенок, так и взрослый, то есть универсальные VR-очки, да? Ага. Можно даже примерить. Что там у нас? Ух ты. Ага. А пульт у нас для чего? Чтобы управлять, да, видимо? Да, чтобы запускать, так. можно перематывать. А, тут прямо такая... Угу. Подтвердите границу для игр без перемещения. Ага, ну тут, видимо, нужно настраивать, да? Ну, запускается, да. Запускается. Что ж, уважаемые гости, спасибо вам огромное. Еще раз приглашаем всех жителей, наших гостей на Национальный художественный музей Якутии, да, посмотреть, насладиться красотами наших ленских столпов. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а сегодня в кинотеатрах Якутии будет также интересно. Очень разножанровые премьеры ждут нас уже с этого дня. Давайте ознакомимся с ними подробнее. Смотрите сегодня в кинотеатре «Лена» премьерный показ картины «На солнце вдоль рядов кукурузы» режиссера Сарика Андреасяна. На создание фильма его вдохновила история, которая произошла 15 августа 2019 года. Тогда самолет Airbus А321, который вылетал из аэропорта в Жуковском в Симферополь, столкнулся со стаей птиц. Они попали в двигатель, из-за чего те отказали. Спустя 1,5 минуты после взлета командир воздушного судна Дамир Юсупов сделал экстренную посадку в кукурузном поле. Мам, что это? Теряем высоту. Летчику удалось предотвратить трагедию и спасти 233 пассажира. Впрочем, в основу фильма легла не только эта история, но и судьба самого Дамира. По словам режиссера, эта кинолента не про экшен, а про мечту и ее осуществление. А как признается сам Дамир Юсупов, фильм не инструкция о том, как действовать в аварийной ситуации. Это история о советском мальчике, который мечтал стать пилотом и через тернии добивался и воплотил свою мечту. История о переоценке ценностей, о том, что нужно ценить то, что мы имеем. Трогательная драма Шарлотты Уэллс стала одной из главных картин 2022 года. Премьера в Каннах, приз жюри недели критики French Touch, 4 номинации на премию BAFTA, в том числе за лучший британский фильм, и номинация актера Пола Мескала на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». В центре сюжета девочка София. Она вспоминает, как 20 лет назад проводила каникулы у моря вместе с папой. Теплая и трогательная история взросления, сложные отношения бунтующего подростка с отцом после развода родителей, первая любовь и бесконечное счастье. Я бы хотела остаться здесь с тобой. Я тоже. Якутский кинематограф не перестает удивлять зрителей новыми красивыми фильмами. Так, сегодня на большие экраны выходит фильм «Почти как все» режиссера Илариона Яковлева. Картина, снятая в жанре драмы, не оставит равнодушным ни одного человека, ведь она затрагивает проблемы людей с ограниченными возможностями и раскрывает такую важную тему, как дружба. Будучи ребенком, Дима попал в аварию и получил травму, приковавшую его к инвалидному креслу. Несмотря на это, он ведет активную жизнь, сочиняет музыку, имеет множество наград, но его не покидает чувство неполноценности. Чувство, что он почти как все. Неожиданно в жизни Димы объявляется его друг детства Айсен, прилетевший на каникулы из Москвы. Айсен предлагает провести с ним незабываемый уикенд. Обещает показать Диме настоящую взрослую жизнь. Дима, рискуя всем, неохотно соглашается, и они пускаются во все тяжкие.
Режиссером фильма выступил молодой талантливый режиссер Илларион Яковлев, который больше известен по работам над клипами и социальными роликами. В главных ролях снялись Владимир Дормидонтов, Аял Винокуров, Фаина Дичковская и другие. Команда создателей фильма состоит полностью из молодых людей. Практически для всех актеров эта картина стала дебютной в полном метре. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Девять новых сел в 2 районах Якутии вошли в программу развития газоснабжения и газификации на период 2021-2025 годов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев. Подача газа планируется в 1813 домов с учетом начинаемых строительством объектов газификации Южной Якутии по совместной программе с «Газпромом», а также в поселениях Центральной Якутии будет построено 154 километра газовых сетей. Зарплаты повысят 24 тысячам работникам квалифицированного труда в республике, не вошедших в майские указы президента Российской Федерации. Так, в феврале оплату труда повысили 54 тысячам работникам бюджетной сферы, в том числе учителям, воспитателям, педагогам, преподавателям, научным сотрудникам, врачам и другим специалистам. Новым постановлением заработная плата будет повышена и прочим категориям. Это работники бюджетной сферы, такие как ветеринары, сотрудники пожарной охраны, авиалесохраны, сферы социальной защиты, экономисты, бухгалтеры, инженеры и другие. На эти цели из государственного бюджета республики будет направлено более 1 миллиарда рублей, отметил заместитель председателя правительства республики Георгий Степанов. Всероссийские учения по ликвидации ЧС природного и техногенного характера проведут с 15 по 16 марта в Якутске. В рамках учений организуют тестирование модуля платформы государственных сервисов. Программа разделена на 2 этапа. В первый день специалисты проверят состояние имеющихся ресурсов и уточнят планы оперативного реагирования и вопросы организации управления. Второй этап командно-штабных учений пройдет в местности Усть-Хатын с развертыванием подвижного пункта управления и палаточный лагерь жизнеобеспечения. К практической части привлекли аэромобильные группировки различных министерств и ведомств, авиацию МЧС России, беспилотные летательные аппараты и необходимую технику для защиты населенных пунктов от природных пожаров. Утверждены правила приема в Северо-Восточный федеральный университет на новый учебный год. Всего предусмотрено почти 4,5 тысячи бюджетных мест. Из них по средним профессиональным специальностям 345. В этом году есть ряд нововведений при приеме документов. Так, факультеты и институты имеют право принимать документы только по 5 направлениям. Также появилось новое требование – система приоритета. То есть абитуриенты в заявлении должны по очереди точно указать наиболее приоритетные учебные заведения. Это будет учитываться при приеме в ВУЗ. В свою очередь, учебные заведения до 1 сентября должны завершить прием документов. Если абитуриент поступает на бюджетные места, то он подает только одно заявление, и внутри этого заявления он уже указывает максимум 5 желаемых направлений и специальностей. Например, по одному направлению он хочет поступить в первую очередь, номер 1, потом номер 2 и так далее. И когда будет происходить процедура зачисления, мы будем учитывать его заявление, какие он поставил приоритеты, и куда, если он подал оригинал аттестата или диплома, то он будет зачисляться на то направление, где он проходит по конкурсу. И по приоритету также будем смотреть. В Мулусе Национальный банк республики провел семинар для жителей в рамках проекта «Дорога финансовой грамотности открыта каждому». В современном мире необходимо иметь достаточное знание по финансовой грамотности и уметь распределять свои финансы правильно. Современные банковские технологии, которые приводят к большому количеству роста безналичных платежей, росту получения потребительских кредитов в системе онлайн активизируют мошенничество. По данным МВД республики, за прошлый год похищено более 250 миллионов у населения. К этому часу у меня вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий.
как вы догадались, мы продолжаем говорить о фестивале «Мусустар». Сегодня у нас в гостях Алена Атласова, организатор муниципального этапа деловой игры среди молодых педагогов «Мусустар», педагог будущего поколения по направлению перспектива в познании, а также победитель этого конкурса Дина Булах, воспитатель детского сада «Подснежник». Доброе утро. Доброе утро. Ну, Алена, давайте первый вопрос к вам, да, расскажите нам про направление в этом году более подробно. Хочется вначале отметить, что впервые за всю историю фестиваля «Мусустар» в этом году у нас отдельно организовано направление для молодых педагогов. Как вы уже сказали, называется оно «Перспектива в познании». И мы очень рады, что все-таки благодаря нашему Министерству образования и науки, благодаря активистам среди молодых педагогов, в этом году мы организуем эту площадку, где впервые соберется молодежь образования со всей республики. То есть у нас, в принципе, аналогов такому мероприятию в нашей сфере нет. У нас есть форум молодых педагогов «Долина 2028» в начале учебного года проходит, а вот в течение года возможность собрать именно такое большое количество, порядка 300 человек, у нас до этого не было. И мы очень рады, что в этом году принимаем участие в фестивале. У нас очень насыщенная программа ожидается, и вот буквально прямо с начала этого года, с января, ведется большая работа по содержанию, по программе. Сейчас вот осталась неделя всего, и мы с ожиданием, с нетерпением ждем. Я знаю, что сейчас идет активно отбор, да, в ваше направление, как раз-таки вот Дина, одна из тех, кто прошел этот отбор, да, расскажите, как это происходит. Получается, у нас уже с конца февраля начались конкурсные мероприятия. Сейчас во всех муниципальных районах республики проходит отборочный этап. Я думаю, во все направления, в том числе и в наше. Мы, получается, организовали деловую игру, и в каждом районе должны отобрать команду победителей, которые будут представлять на республиканском финале уже вот в конце марта. И в частности в городе Якутске мы организовали 11 марта при поддержке управления образования нашу деловую игру. Ну вот как раз победителем стала команда Дины, и они будут представлять нашу столицу 23-25 марта. Дина, расскажите нам, да, про этап, что там конкретно делали, коллективно, да? Да, мы участвовали коллективно. У нас была команда из двух общеобразовательных учреждений. Это средняя общеобразовательная школа номер 19 и детский сад номер 102 «Подснежник». Мы объединились в сборную, чтобы представить на муниципальном этапе молодой педагог будущего, и где стали и победителями. Сама программа муниципального этапа была очень интересная, и для нас это было в новинку тоже поучаствовать вот в таком грандиозном мероприятии. С каким проектом вы выступали? Мы выступали, у нас социально-творческий проект, направлен он на нравственно-патриотическое воспитание детей. И цель нашего проекта – это развитие творческого потенциала у молодого поколения с полноценным формированием личности. Вот, о самом проекте я пока, наверное, не смогу говорить. Могу сказать только его название «Детские ручки добрым людям», который мы будем представлять уже на республиканском конкурсе. Здорово. Ну, сейчас вовсю идет подготовка. Да, сейчас идет подготовка. Как настрой? Волнуетесь, не волнуетесь? Ну, волнение, конечно, волнуемся, что для нас это честь представлять город на республиканском конкурсе. Поэтому, конечно, волнение есть, но, к счастью, трудностей прям таковых нету, что по проекту мы работаем уже не первый год, по проекту мы работаем с 2019 года, поэтому у нас команда молодых, активных педагогов, и поэтому мы готовимся очень плотно. Алена, ну сколько вообще планируется, да, участников в вашем направлении, и что будет конкретно их ждать? Мы ожидаем представителей практически со всех районов республики. На данный момент, по-моему, 29 команд уже подали заявки. Но если сказать подробнее, я являлась именно организатором проведения муниципального этапа, и также наша команда входит в основную команду организаторов самого вот фестиваля, да, нашего трека. Поэтому сейчас вот на данный момент где-то 29 команд, то есть почти все муниципалитеты, это уже больше 200 человек мы ожидаем, ну до 300 мы ждем заявки. И, конечно же, сам финал состоится у нас вот с 23 по 25 марта.
2 дня у нас будет очень плотная образовательная программа со всеми молодыми педагогами. Здесь стоит отметить, что такой вот, можно сказать, фишкой, да, нашей игры вот, деловой в рамках фестиваля является то, что мы собираем команды не только просто с образовательных учреждений, мы сделали, чтобы участвовали именно все ступени образования. То есть в нашей команде есть представители дошкольного образования, учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги доп. Образования и представители СПО. То есть это впервые так происходит, что мы коммуницируем несколько ступеней образования и что именно проекты были направлены на полное развитие наших обучающихся, да, разных возрастов. Это тоже такая вот своего рода уникальность нашего проекта и вообще нашего трека, нашего направления. А вообще сколько будет площадок, что интересного готовится, да? Если сказать по программе, как я уже говорила, что плотная работа уже 3-й месяц идет, мы подготовили для наших участников 23-24 марта приезжают у нас хедлайнеры нашего фестиваля. Это педагоги, известные педагоги из центральных городов России. Имена я всех раскрывать пока не буду, да? Оставим небольшую интригу. Наши педагоги являются учителями-блогерами. Да? Многие из них сертифицированные коучи, то есть в первый день у наших участников будет возможность прослушать от них семинары, мастер-классы. А на второй день уже будет плотная работа, связанная со стратегической сессией, где именно наши ребята смогут немножко улучшить свои проекты и выйти уже на защиту. Вообще суть деловой игры в том, что ребята должны представить проекты. Проекты по разным направлениям могут быть, да, и самое основное это то, что они борются все-таки за денежный приз. Денежный приз, который они могут использовать на реализацию своего проекта. То есть это уникальная возможность сразу использовать эти финансовые средства для того, чтобы ваш проект, ну, как бы вошел в жизнь. А денежный приз большой? Достаточно. У нас такого еще не было. Дина, а для вас вообще участие в таком вот фестивале масштабном впервые? Да, для нашей команды это первое такое масштабное участие. Так в городских конкурсах мы участие принимали с нашим данным проектом, но на республиканском вот уровне мы будем выступать впервые. А чего ожидаете? Ну, во-первых, фестиваль Мусустар — это республиканское мероприятие, и там будет представителей разных районов. И, конечно, очень нам интересно посмотреть проекты других представителей, участников и достойно показать свой проект. Ожидания, конечно, положительные. В целом ожидаем, конечно, новые эмоции, новые знакомства. И, конечно, это колоссальный опыт для нас, который мы получим. И думаю, что фестиваль Мусустар для нас станет таким ярким событием этой весны. Спасибо большое, Алена, Дина, успехов вам, удачи. Спасибо. Да, огромной. Держим кулачки за наших ребят, за педагогов. Да. Спасибо большое. Спасибо. И приглашаем всех наших телезрителей принять участие, стать зрителем этого фестиваля Мусустара, о котором мы так много говорим, да, сегодня. Ну а далее поговорим о театре, о кукольном театре. Много не поворачивайся. Больше в анфас, вот сюда. В настоящее время на сцене театра кукол ежедневные репетиции. Во время проведения международного чемпионата по оленеводству в культурной программе спектакль «Победить или умереть». Также на этой площадке будет работать театр коренных малочисленных народов, который представит зрителям свою постановку. А уже на следующей неделе труппа отправится на гастроли в Якутск с детским спектаклем. Этот спектакль у нас, он имеет очень много премий, очень много, в нон-стоп он попадал в «Золотой маске» фестиваля в городе Москва. И как бы он близок к нашему зрителю, он музыкальный, он по якутским сказкам. То есть он может играться на якутском языке и на русском языке. «Вечер сказок» – один из лучших детских спектаклей, поставленный по мотивам сказок популярного якутского писателя. Якутский поэт и писатель Иван Гоголев является автором целого цикла поучительных сказок, постановки которых могут быть на русском и на якутском языке. Причем на русский язык перевод сделал сотрудник Нерюнгринского театра кукол Александр Иванов. Он же является и режиссером-постановщиком этого спектакля. Сразу после гастролей театр кукол в полном составе примет участие в фестивалях «Желанный берег» в городе Якутске и «Сатат-2023» в Нюрбе.
Мы как бы и неоднократно как бы получали призы и в фестивале «Желанный берег», и за спектакль «Лучший детский», и за режиссуру, и за работу художника. Также и в фестивале «Сата» тоже как бы вот мы участвуем, мы, как бы, ну, всегда у нас какой-то результат есть. Нет такого, чтобы мы вот каким-то, ну, вот, остались без ничего. На фестивалях театром будет представлено 2 кукольных спектакля «Навстречу солнышку» для юных зрителей и «Китайская история» для взрослой публики по мотивам рассказа Михаила Булгакова. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Что ж, вот таким культурным событием отмечен этот день в Нерюнгри, в Театре кукол. Также мы не перестаем вас приглашать на Мусустар, который проходит у нас уже со следующей недели в нашей столице, нашей республики. Завтра также приглашаем вас в Национальный художественный музей, где начнется виртуальная выставка о ленских столбах «Достояние Якутии». В кинотеатр сегодня также можно посетить на долгожданные кинопремьеры. Ну и просто прогуляться пешком, потому что за окном чудесная погода, весна. Это не может не радовать и не поднимать настроение. На этом наш эфир подходит к концу. Я желаю вам отличного его завершения дня. Увидимся с вами завтра в это же время.